я живу, как в сказочных веках. Воздушный сад исполнен аромата, поет пчела, моя душа богата. Мы говорим на разных языках. Добрый вечер. Мы говорим на разных языках. Как вы уже поняли, сегодня у нас необычная программа, ведь у поэзии нет определения язык. Поэзия прекрасна на любом языке. Поэзия, она как родник, которому много тысяч лет, а все равно сохраняет свою чистоту. И в подтверждение этому я вспомнил слова Джебрана. Поэзия — это поток радости, боли, изумления и мелкая толика слов из словаря. На мой взгляд, именно эти слова точно передают суть нашей сегодняшней передачи. Порой так сложно найти подходящие слова, особенно когда переводишь стихотворение с другого языка. Да, их надо поискать. Ищу слова. Именно так называется один из сборников стихов Ирины Георгиевны Гуржибековой. Кстати, именно в нем читатель может познакомиться с Ириной Георгиевной как с переводчиком. А как известно, поиск слова для поэта — это очень кропотливое дело. Надо хорошенечко подготовиться для того, чтобы написать хотя бы одно слово, и каждое слово оно должно попадать в точку, что самое главное в поэтическом произведении. Смотря в какую точку, да? Да, это тоже надо, но это уже зависит от поэта, насколько я понимаю. Что касается перевода, так перевод еще и чем сложен, так это он установлен рамками другого поэта. То есть вы должны, как переводчик, насколько я понимаю, подстроиться под формат, который предлагает уже другой поэт. Скажите, пожалуйста, Ирина Георгиевна, как вы решились на это нелегкое дело? Так вот, начну с того, что буквально в середине мая у нас в Национальной библиотеке будет очередное заседание, как мы его называем, чая-клуба под названием «Стихия». Стих и я. Стихия. Где собираются люди, влюбленные в поэзию, пишущие стихи. Они читают свои, любимые, чужие и так далее. И вот тема этой встречи будет поэзия перевода. Почему такое название? Да потому что перевод – это, по сути, второе рождение стихотворения. Вы понимаете, конечно, что не был бы великим Расул Гамзатов, да, если бы его знали только 500 000 аварцев, и не знал бы весь мир. Поэтому и не было бы на Остинской сцене Шекспира, и не было бы Фатимы, потому что Фатима была написана на русском языке. да. Мы бы не знали Хайяма. Мы бы не знали Хайяма. Но, насколько я понимаю, величие этих поэтов заключается больше, конечно же, от перевода. Как же, также о чем мы говорим. Но мы с вами, да, не в Лит-институте, поэтому давайте просто будем говорить о том, что мы имеем. Вот недавно, несколько дней назад, позвонил наш замечательный поэт, мэтр наш Камал Ходов, поздравил с Днем поэзии и на русском языке прочитал мне свое стихотворение давнее «Дуб», которое я когда-то перевела. Было очень приятно. Я позволю себе все-таки не «Дуб», а вот прочитать перевод другого его стихотворения. Оно написано давно, поэтому надо правильно его понять. Называется «Старая новая песня». «Мертвы мы, иль смерть за спиною, нам сон нескончаемый дан, с отравленной черной стрелою, дрожащей в груди у Алан. О вашем спокойствии, горы, молились мой дед и отец. Так что ж, не дошло наше горе до каменных ваших сердец? Ведь нет же ни старым, ни малым покоя от наглых врагов. Или смерть, или жизнь суждена нам. Вскипай же, аланская кровь, коль ты осетин, пусть завьется скакун под тобою огнем. Коль враг, выходи побороться, но только с открытым лицом». Браво, Вот Ирина это Георгиевна. короткий пример.
Но, знаете, настолько просторно, настолько пространно это слово, перевод. Вот мы были в Болгарии, давно это было, когда еще дружила Россия с Болгарией, и поэт Петр Васильев, у них Васильев пишется без мягкого знака, Петр Васильев, он написал стихи, посвященные 5 братьям Дзебоевым, памятник кому стоит в Кыржале. До обелиска лишь 5 шагов. Иду я к нему с рассветом. 5 красных флажков, 5 огоньков крылатостью спорят с ветром. Я долго стою у могилы, скорбя, и с вами молчанием говорю. Ведь кто-то из вас ее принял в себя, пулю, летящую в грудь мою. Я в горном Даргавсе хочу побывать, тех, кто вас продолжает ждать, согреть, и верою их согреться. Но разве согреешь сердце? Разве из памяти вынешь пули, пронзившие вас острием? Как в братской могиле навеки уснули вы в раненом сердце моем. А ради того, чтобы память вскипела в наших зрителях и читателях, не ради того, чтобы самой похвастаться. Просто я назову фамилии павших наших героев, которые писали стихи. Я перевела поэтов, павших на войне. Александр Кокоев, Владимир Кучиев, Елеос Кабулов, Заур Плиев, Борис Техов, Васо Наниев, Хаджимурза Таболов, Батырбек Хурумов, Марам Кануков, Владимир Кочиев, Ибрагим Караев, Батыр Цумартов, Герсан Чочиев, Хасан Савкуев, Тазрет Кибиров. Вот их я переводила, но что интересно, они писали стихи не только о войне, будучи там, на фронте. Тем не менее, вот Герсан Чочиев написал: «Любимая мне, как иным, не сказала прощай, не упала, рыдая на грудь, но мать мне вослед свое слово послала: да будет, мой сын, прямый легок твой путь. Ты мужество пил с молоком материнским, крылатое время взрастило тебя, и ты защитишь нас щитом исполинским и вырвешь змеиное жало врага. Ты саблю точи, а сердечные струны, и смелость удаль свою покажи. Запомни наказ мой, вмиг страшный и трудный, за счастье народа отдай свою жизнь». И я ей ответил: наказ твой исполню. Коснулся щеки ее, полной тепла, и тронулся поезд дорогой бессонной, и рельсы гудели, и битва звала. Прекрасно, Ирина Георгиевна. Зная предыдущее произведение Камала, я могу представить, насколько точно вы опять же попали в этот перевод. Спасибо. Скажите, Ирина Георгиевна, а можно ли сказать, что перевод — это некое уважение или дань уважения к другим поэтам? Я перевожу только то, что мне понравилось. То, что мне понравилось. Я могу даже не знать в жизни, не видеть этого человека, но если мне понравилось стихотворение, я его могу перевести. Вы знаете, если можно, я расскажу такую интересную историю. Когда-то давно к нам приехали именитые гости на Пушкинские дни. Среди них была Лариса Васильева, Рима Казакова, еще там мужчин. В общем, короче, много. Мы их повезли в Алагирский Хазар, накормить, значит, послушать их и так далее. И вдруг Лариса Васильева говорит: скажите, а если вы нам что-нибудь прочитаете на осетинском? Мы же его не знаем, ваш язык. А по музыке стиха мы поймем, это про что-нибудь такое грустное или веселое, про кого это, про что. Ну, спорили, значит, кто прочитает.
И я на своем ломаном осетинском, я очень плохо, в силу многих бытовых и прочих обстоятельств, его плохо знаю. И я прочитала, как могла, ей, и она угадала. Она сказала, по-моему, речь о ком-то маленьком. Там «Шанык хижины тешев ямат». Да. Значит, потерял мать. И она угадала, что речь идет о ком-то маленьком. И дальше добавила, которому что-то надо. Там все изумились. Значит, музыка стиха. Поэтому, когда я перевожу, передо мной не просто лежит белый лист, передо мной не просто лежит подстрочник, а рядом обязательно должен лежать оригинал. Может быть, чему-то новому вы научились благодаря переводам, как-то посмотрели на стихотворение по-другому, на поэзию. После перевода Да, взглянули по-иному? Да. Ну, тогда это плохой перевод. Почему? Ну, потому что автор то, что хотел сказать на своем языке, я должна это передать. Если не передала, это плохо. Понятно. А в своем творчестве что-то извлекли, когда переводили? В моем? Да. Может, вы использовали какие-то другие приемы, вам понравился Не какой-нибудь дай прием? бог. Нет, нет, нет. Это приходит откуда-то, я не знаю. Меня часто спрашивают, как вы пишете и где вы пишете. Я говорю, я не сажусь и не говорю, сейчас я напишу вот то-то, то-то и то-то. Нет. Это приходит неожиданно. Может прийти ночью, может прийти утром, может прийти, извините, и в ванной, где угодно. Оно может прийти неожиданно. Прекрасно маршрутки. понимаю. Да. Понимаете, когда я с чем-то не согласна, или когда мне что-то очень понравилось, или когда я хочу четко кому-нибудь, как говорится, возразить так, чтобы он это почувствовал. Вот отсюда это происходит. Человек, с которым мы сейчас будем знакомиться в рамках нашей программы, не исключено, что вы уже с ней знакомы, ведь ее стихи пронизаны нежностью и любовью, а образы возвышены, словно и земли не видели, а остаются там, на облаках. Наш гость — Наталья Владимировна Куличенко. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Уже поговорим с вами, но не о переводах, конечно, но о вас. Хочется коснуться стихотворения «Бабушкин вальс». Вот это вот стихотворение, я читал ваш сборник, мне очень понравилось это стихотворение, потому что оно пронизано неким, вот знаете, бабушкиным теплом на самом деле. Вы так рассказываете, я прям почувствовал, как я сам был у своей бабушки, как много раз касалась ее рука моей головы, и вот это вот тепло почему-то сразу я перенял на свою душу, на свое сердце, прям вспомнились вот эти вот дни. И что самое интересное, вы там проводите, как мне показалось, некую параллель с тем самым ярким солнечным временем, как вы сами описываете, и этим современным, случайным, ветреным миром, вот уже который также случайно распахнул окна, и откуда-то полилась опять эта музыка из того яркого прошлого. Расскажите вот нам побольше, пожалуйста. Скорее всего, вы, вот, наверное, это повлекло за собой то, что вы в будущем стали поэтессой. И я просто поражена, как вы догадались, что я как раз с этого стихотворения хотела начать выступление. Не знаю. Потому что, конечно, все разворачивается из детства, из любви, которую нам дарят наши бабушки, дедушки, мамы и папы. Мне очень повезло. У меня была замечательная бабушка, моя любимая, которая научила меня видеть этот мир, чувствовать тепло этого мира и читать. В 5 лет я уже свободно читала. То есть, опять же, благодаря ей. И самые теплые воспоминания у меня остались о ней. К сожалению, она умерла, когда мне было всего 6,5 лет. Но вот этот свет, это тепло, которое она заронила в меня, оно во мне в течение всей жизни. И поэтому спустя, больше чем 40 лет я и написала это стихотворение.
И я чувствую, что если есть какой-то ангел, меня оберегающий, то это моя бабушка Нюра, Анна Павловна Стрельцова, которую я очень люблю, и я знаю, что и она меня, видимо, оттуда тоже продолжает любить и помогать в жизни. Ну, а то, что вокруг такой неспокойный мир, особенно вот в наше время, мы это все чувствуем, но мне кажется, что наши ангелы, а у каждого обязательно он есть, нас защитят. Вот есть у меня такое предположение, предчувствие, как хотите назовите. Ну, это прекрасно. Я тоже так думаю, так надеюсь на то, что все-таки они существуют. Да, что-то нас оберегает. Ну да. Вот. Больше почему же вы тогда, тут написано, прочитаю прям цитату, «но случайного ветра, случайный и дерзкий порыв». Вот это вот вы ставите некую аналогию перед случайную ясную пору. Вот почему же это тогда, скажем так, описывает современными? Почему эти слова больше относятся к современному миру? Они точны, я бы сказал, они... Да, я прочитал эти слова, и мне... Да, сразу такое вот согласие у меня было сразу. То есть я согласился моментально. Ну вот видите, значит, я угадала. Угадали, но как правильно вы пришли к этому? Вот меня больше Вы это знаете, интересует. точно не умозрительно. Это как я чувствую. И вот то, что я почувствовала, я это передала. Объяснить это невозможно. Кстати, и стихи тоже многие, как сказать, алгебраически, геометрически, они необъяснимы. Их можно понять, прочувствовать. Ну вот часто это необъяснимо. Оно приходит откуда-то, и ты это выражаешь. Я даже помню, когда мы учились на филфаке, нам рассказывали о Блоке, и вот как Блок предчувствовал многое, что случится, что происходит сейчас, что будет. И, наверное, где-то это дано каждому поэту. Ну, конечно, я никоим образом себя не равняю, но что-то такое есть. Необъяснимое. Я думаю, это подвластно творческим людям, вот это чувствование духа своего времени, как он меняется, как меняется этот ветер. Я думаю, каждый человек, который в какой-то мере привнес какой-то вклад в развитие своего творчества, своего направления, он, я думаю, чувствует, как вкладывать и куда дальше расти. Нежданный гром ударил в окна, блеснул изломанно зигзаг, запахло остро пылью мокрой, и мрак спустился на глазах. Взметнулся ветер в кронах вишен, и нас, нисколько не щадя, все небо рухнуло на крыши косыми струями дождя. Вода хлестала беспощадно, ручей кружился вдаль влеком. Чужая детская площадка нас приутила под гребком. Стояли мы, прижавшись тесно, за переливчатой стеной, и бился ливень мокрой песней, звенящих струю наших ног. Был переполнен миг восторгом, сиянием свежести искрясь, по желобам и водостокам прочь уносилась пыль и грязь. На пузырящиеся лужи слетали чистые листки. И этот ливень был так нужен, чтоб стали снова мы близки, чтобы опять из яркой сини на нас скатился солнце луч. Всепобеждающие ливни смывают серость с душ и туч. Ну вот такой вот вопрос тогда к вам. Вы очень много пишете про любовь, то есть можно сказать, что это полноценная лирика. Вот. И хочу привести такое четверостишье. «Чепуху отвечу с блеском, но, дойдя до темы сердца, завалю экзамен с треском, по предмету страсть нет лекций». Скажите, Наталья Владимировна, чему вы научились в поисках этой любви? Все-таки достигли какого-то умозаключения? Я могу сказать, что поиски продолжаются. Поиски продолжаются. Несмотря на то, что у меня вышла целая книга моей избранной лирики, это исключительно все о любви. Ну, я эту книгу посвятила мужу, с которым мы 33 года прожили. Вот сейчас. Продолжаем жить, слава Богу. И я ничего не поняла, что такое любовь. Вот она либо есть, либо ее нет. Бывают разные ипостаси этого чувства. Но вот это нечто, что опять же дается откуда-то сверху.
И от этого чувства становится тепло, вдохновенно. У тебя вырастают крылья. Ты начинаешь видеть этот мир очень ярким и красивым. Вот это я поняла. А больше ничего. То есть это нужно, видимо, еще гораздо дольше прожить, и тогда, может быть, что-то поймем. Дай Бог, чтобы вы это поняли намного больше, чем кому-либо это было суждено. Спасибо. Спасибо. И там вдалеке на скамье, как всегда, печальный сидит одинокий Коста. Из целого храма идущих людей никто не подаст поэту идей. Речь со следующим гостем пойдет о Коста Леванче Хитагурове, о его жизни и творчестве. Что значит имя Коста для осетина и какова роль его произведений? Спросим у Ирлана Сергеевича Хугаева. Ирлан Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, вот в Осетии надо сильно умудриться, чтобы не знать поэзию Коста Леванча Хитагурова. У нас, по-моему, люди с этим рождаются. Это уже в генах осетин. Вот. Мы с самого детства знаем его поэзию, знаем его стихи, поэмы, его творчество, все охватываем. Но когда мы взрослеем и перечитываем заново его произведения, его стихи в основном, находим некую двойственность. То, что было раньше нам незаметно, вдруг всплывает как на поверхность. А то, что мы замечали раньше, отметается, как будто этого и не было, это и не нужно. Почему так? Скажите, Ирлан Сергеевич, расскажите нам побольше вот про этот, я его назову диссонанс. Ну, можно и диссонансом назвать, пожалуй, в каком-то смысле, но это связано с явлением, которое я называю историческим параллаксом. Объект, который мы рассматриваем, он остается неизменным, но меняемся мы. Мы претерпеваем определенную эволюцию, и каждый раз видим этот предмет с новой стороны, в новом ракурсе. По сути, ответ вот такой, да. Дело не в том, что дело не в Коста в данном случае, а дело в нас самих. Вот. Ну и, конечно, такой предмет, как искусство, вообще может быть служить иллюстрацией для любого теоретического построения, для любой концепции, любой доктрины. Каждый может материал искусства подогнать под свои собственные нужды и использовать так, как ему хочется. Вот этот феномен связан с объектами сложными и многогранными. Вот примерно вот так я ответил. Но вы знаете, я бы тогда такой вопрос еще задал. Используя классику и современную литературу, мы не можем говорить о том, что классика, она, скажем, не будет изменять человека, она будет воздействовать на него. А современная литература, она все-таки надо еще пройти некоторые испытания для того, чтобы хотя бы приблизиться к этой классике. Вот Коста — это на сегодняшний день большая классика, это столб, я бы сказал, осетинской литературы, поэзии вообще. Тогда можно ли назвать Коста психологом, что он настолько хорошо знал осетинский народ, что спустя 100 лет мы такая же открытая книга, которую писал Коста? Коста, безусловно, знал осетинский народ, потому что это его родной народ. Да. И он сам был плотью, от плоти и кровью от крови этого народа. Поэтому он его не мог не знать. Он был носителем традиционной осетинской культуры, и никакое европейское образование не затмевало его этнокультурное сознание и состояние. Вот. Ну и что касается его понимания, которое отразилось в творчестве, это понимание и философа, и художника одновременно, безусловно. Он знал осетинский народ в той мере, в какой он пытался постичь самого себя. Я думаю, художник идет именно вот в таком направлении. Да, возможно, есть такое направление. Да. Спасибо. Ирлан Сергеевич, а можете тогда затронуть, скажем, более простого Коста Хитагурова, нежели того,
которого мы знаем все, это великую глыбу. Как вы думаете, по его стихам, какой он был человек? Ну, вы вот начали с двойственности. Да. Вот, я бы так ответил. Он был двойственен и по языку творчества. Он писал и на осетинском языке, и на русском языке. Вот, в науке это называется литературным билингвизмом. Явление очень интересное и неоднозначное, о котором до сих пор идут живые дискуссии в отечественном литературоведении. В чем заключается смысл и особенность литературы, создаваемой художником на чужом языке? Вот Ирина Георгиевна сегодня прочитала замечательный перевод Камала Ходова. И фрагмент и историю о стихотворении Асламурза Кайтукова про ягненка. Да. Там Ирина Георгиевна затронула вопрос мелодики, да, или мелодии языка. Вот. Это тоже имеет отношение вот к вопросу, который я поднимаю в данном случае. Осетинская русскоязычная литература – это литература, в которой так или иначе в средствах русского языка просвечивает национальный дух. Безусловно. И если мы посмотрим на Коста осетиноязычного и на Коста русскоязычного, то мы увидим тоже две фигуры, в определенном смысле разные. Осетинский язык был языком его души, в первую очередь. На осетинском языке он плакал. Это язык его крови. Ирлан, он бы не мог написать Ирон Фандыр на русском языке, правда? Абсолютно верно. Не мог бы, точно. Ты Ну, правильно конечно, очень всё это, говоришь. да, и Ирон Фандыр само название за себя Да, говорит. не, да. вообще не мог бы на русском. А то, что написано на русском языке, это творчество другого качества. Во-первых, русский язык был его языком повседневной работы, в том числе и работы журналистской, повседневного общения. Вот. Отсюда много стихотворений, порожденных не спонтанным творческим импульсом, а какими-то внешними, иногда тривиальными обстоятельствами. Высокий барский дом, подъезд с гербом старинным, узорчатый балкон, стеклянный мезонин, закрытый экипаж, ямщик с пером павлиным и с медного трубой кондуктор осетин, швейцар с подушками, лакей с дорожной кладью, уложена постель, увязан чемодан, шкатулка с письменами, с заветной тетрадью, вуаль пунцовая и стройный гибкий стан. Толпа друзей, родных, улыбки, пожелания, формальный поцелуй, платок для мелких слез. Последнее прощай, воздушное лобзание, протяжный звук трубы, неровный шум колес. Густая пыль столбом, и понеслась карета. Завод, чугунный мост, базар, застава, степь. Безумная, постой, не покидай поэта, не разрывай надежд и грез заветных цепь, не разроняй аккорд могучий песнопения, не разрушай алтарь и жертвенник святой, чистилище души и храма вдохновения. Вернись, несчастная, безумная, постой. А что первое вы извлекли для себя из творчества Коста Ливановича Хитагурова, когда коснулись его первый раз?
Меня больше всего потрясла вот такая простая вещь. Ах, с каким безграничным восторгом, дитя, на руках из мишурного света я унес бы далеко-далеко тебя и любил бы любовью поэта. Детский слух услаждал бы я лирой своей, и под звуки его безмятежно засыпала б ты сладко на груди моей, а я пел бы, баюкал бы нежно. Много-много сложил бы я песен тогда на чарующем лоне природы, о восторгах любви, наслаждениях труда и о светлом блаженстве свободы. Это посвящение к поэме «Фатима». И здесь продекларирован идеал куста. Это любовь, труд и свобода. Это кажется таким обычным, действительно, каким-то банальным, но если представить себе человека, который жил ради этих идеалов и работал ради этих идеалов, то, мне кажется, это идеальный человек. Знаете, вот, может быть, не кстати, вспоминаю в этой связи фрагмент из советского кинофильма, или даже не советского, «Холодное лето 53-го», это после... Это потом, да. Потом, да? Ну, там герой Папанова говорит, если помните, он говорит, хотелось бы еще пожить, хоть немного, и поработать. Вот есть люди, которые хотят жить, чтобы работать, а не для того, чтобы отдыхать и развлекаться. Вот это меня больше всего удивляет и потрясает в людях и в Коста, конечно. В этом состоит весь человек. Работа, В этом любовь, состоит, да, свобода. и состоит идеал человека. Вот почему Коста стал для нас Коста? Потому что народное сердце, оно всегда ищет для себя идеального представителя своего перед лицом вечности. Вот Коста посчастливилось стать таким идеалом. Да. Полностью согласен. Да. Спасибо, Ирлан Сергеевич. Молодость полна жизни, сил, энергии и порой горячей крови. В поэзии нашей следующей гости присутствует все вышеперечисленное. Вы согласитесь со мной, как только с ней познакомитесь. У нас в гостях Залина Вячеславовна Губурова. Залина, добрый вечер. Добрый вечер. Да. В первую очередь хочу отметить, что ваши стихи, когда я их читал, они на самом деле очень молодые, я так скажу, потому что они кипят, они живые, они страстные, они прям как будто вот как молодость она сама, они хотят вырваться наружу, всех потрепать, они со всеми хотят спорить, и при всем при этом они очень нежные. Честно сказать, в них можно наблюдать еще некую самобытность и широкое мировоззрение. Вот это вот мне понравилось наиболее всего, потому что у современных поэтов у многих этого нет, особенно самобытность. И вот поведайте нам, пожалуйста, как вы к этому пришли. Я всегда росла в семье, где родители любили читать. Мама работала в школе, преподавала русский и литературу. Папа тоже из тех людей, кто не расстается с книгой. И, конечно, я наблюдала, как они читают. Мы часто в детстве играли в рифмы с мамой. И у нас есть даже стихи, которые написаны были ею в молодости, папой. Папа учился у Валентины Тимофеевны Бязаровой. Вы знаете, наверное, очень известный в республике педагог. И, конечно, не могло быть так, чтобы он не учил стихи наизусть и не пробовал себя в поэзии. Ну и учитывая вот эти вот творческие какие-то наклонности, наверное, этот, нескромно будет сказано, талант передался в какой-то степени и мне. И, конечно, вот эти вот игры в рифм, они переросли в нечто большее. Я помню, как в первом классе я написала первое короткое стихотворение, и меня задело то, что в классе у одного из мальчишек не было стихов, чтобы выйти на сцену. Ну и, конечно, я посмотрела на эту ситуацию со стороны, подхожу к учителю, зажав в руке листочек с четверостишьем о маме. Праздник был, по-моему, 8 марта. И я говорю, почему вот у всех есть стихотворение, а вот у Казика нет? Меня задела эта несправедливость. Я говорю, вот я написала, можете ему предложить, пусть тоже выступит вместе со всеми одноклассниками. Он же этого очень хотел.
И, конечно, учительница тогда очень удивилась. Фатима Федоровна меня подняла глаза и говорит: это кто написал? И, конечно, я сказала, что это я. И тогда те строки, которые до этого мне поручили учить, отдали Казику, а мне предложили прочесть авторское стихотворение со сцены в актовом зале. Ну, это вот была такая первая проба пера. Каково это было, когда вы читали свое собственное стихотворение? Ну, конечно, в первом классе это очень волнительно, как для любого ребенка, выходить на сцену, где на тебя смотрит очень много людей, это волнительно, тем более, если ты понимаешь, что сидит мама в зале, мама учитель, это ответственность. Да. А потом уже, конечно, став постарше, я уже училась в училище искусств имени Гергиева на дирижера хора, и музыка, наверное, она тоже отчасти пробудила во мне вот эти поэтические струнки. Я стала приходить в научную библиотеку на поэтические вечера. Там я познакомилась как раз со всеми теми людьми, кто сегодня рядом сидит со мной. Я хочу большое сказать спасибо этим людям, потому что это замечательная школа. Ты приходишь еще совсем зеленый такой, юный, и учишься уже у тех мастеров, которые владеют словом, которые знают, как говорить, что говорить. И вливаешься в этот коллектив, причем как в большую семью, где тебя примут, где тебе рады. И я хочу сказать спасибо большое Ирине Георгиевне здесь в эфире программы. Она стала рецензентом моей первой, пока еще единственной книги. Даже так? Большое спасибо. Спасибо, Ирина Георгиевна. Да, и, конечно, я хочу сказать спасибо редактору своему, Залине Дзуцевой. Я надеюсь, она увидит эту программу. И издательству «Ир», где вышла в свет моя первая книга. И еще я бы хотела сказать спасибо супругам Батиевым. Это люди, которые приняли меня в ассоциацию профессиональных литераторов. И вот благодаря стипендии, которая мне была выдана этой ассоциации, мне удалось издать первый сборник. И я надеюсь, что еще не последний. Я тоже на это надеюсь. При всем при этом очень хорошие стихи, Залина, спасибо. Чего ты ждешь? Меня спросили люди. Тебе уже пора создать семью. С улыбкой отвечаю: будет, будет. Зачем мне тот, кого я не люблю? Уже пора, мне в 100-й раз твердили. А кто определяет этот срок? И каждый раз об этом говорили, как будто в этом есть какой-то толк. А я ждала любви, как ждут рассвета, когда налитый кровью красный шар всплывает из-за моря над планетой, и в небе разливается пожар. Они меня совсем, совсем не знали, когда советы, сыпя как муку, максималисткой в шутку называли и осуждали, что от всех бегу. Но разве это плохо — сердце слушать, не лгать себе и верить в чудеса, и ждать любви, свою родную душу и добрые, любимые глаза? При всем при этом еще добавлю, что они все очень разные, абсолютно разные. То есть, насколько я понимаю, вы не довольствуетесь одним направлением в поэзии. Да, вы любите экспериментировать, или это само по себе получается? Я не могу сказать, что я там сторонник каких-то экспериментов или люблю какие-то кардинальные перемены. Скорее, в жизни я человек более консервативный, постоянный, я бы даже сказала, может быть, надежный в каких-то вещах важных. И вот как Ирина Георгиевна в начале программы сказала, я пишу то, что чувствую, и то, что меня волнует. И если в моем сердце находит отклик какое-то событие, какие-то явления, какие-то люди, не побоюсь этого слова, спасибо всем людям, которые меня вдохновляли на создание каких-то стихов, произведений. Это, наверное, каждый поэт так скажет, потому что без вдохновения, без вот этого творческого поиска и вот этой искры внутри невозможно творить. Ты можешь действительно идти, как Ирина Георгиевна сказала, по городу, ехать в маршрутке, проснуться среди ночи, но та мысль, которая в тебе, как сказать, жила, она все равно где-то внутри она вот теплится, и вот, как говорится, из искры разгорится пламя. Такой же протест, как в первом классе Да. по поводу Казика. И вот я хорошо помню Рима Заурбекова Кумаева, светлая ей память.
Я помню, как она однажды, услышав одно из моих стихотворений на каком-то из мероприятий журфака, она сказала: «Я вам желаю оставаться такой же неравнодушной, какой я вас знаю». И вот, наверное, это неравнодушие и толкает меня на то, чтобы я создавала настолько разные произведения, настолько разные стихи. Мое неравнодушие к людям, к каким-то проблемам общества. Все это настолько меня задевает, настолько волнует, что я порой чувствую, что если я не выскажусь, если я не свои мысли на бумагу не напишу, меня это будет будоражить и дальше. Я буду искать выход из ситуации, буду стараться решить какой-то вопрос до тех пор, пока я не почувствую, что не отпустила, грубо говоря. Вот. Поэтому вот так получаются стихи. И если вот вы позволите, я прочту стихотворение, которое тогда, спасибо, понравилось ревизору Бековне. Да, конечно. А и получить высокую оценку от нее, я думаю, это, конечно, дорогого стоит. Называется стихотворение «Вера». «Не ставьте крест на человеке, когда не знаете души, готовы осуждать поспешно и словом суд лихой вершить. Не пережили вы страдания, и тех дорог вы не прошли. Зачем спешите больно ранить, другой заботы не нашли? А человек рыдал и падал, и, стиснув зубы, губы сжав, пытался отыскать здесь правду, слезами истину поправ. Стирало время привкус горький, на сердце рана запеклась, но вера искренним ребенком росла в душе сквозь жизнь и грязь». Прочитав уйму ваших стихотворений, знаете, мне хочется вам задать такой вопрос. Может быть, уже сформировались какие-нибудь правила в вашей жизни, по которым вы живете, или их вовсе нет? Я думаю, что есть одно самое главное правило для меня. Ну, это даже не правило, скорее это заповедь какая-то. Не делай людям того, чего ты не желаешь себе. И обязательно, если тебя просят о помощи, и это в твоих силах сделать что-то хорошее, то сделай. Потому что, мне кажется, жизнь и так непростительно коротка. И особенно, когда переживешь вот уход близкого человека. Для меня это мама, она была для меня очень близким другом, моим критиком, строгим учителем. И когда я писала свои первые статьи и стихи, она всегда придиралась ко мне и говорила: ну-ка подумай, вот здесь можно было бы еще лучше. И, конечно, это оставляет такой глубокий след в сердце, и ты живешь вот с этими мыслями, идешь вперед. И я всегда говорю вот и своим друзьям, и людям, которых встречаю на пути. Может быть, это люди не оценят, да, но Всевышний же всегда все видит, твое сердце. И то, что ты делаешь, это ты делаешь не только для людей, но и во благо той высшей силы, которая над нами. И ты понимаешь, что если ты сегодня сделал что-то, то, может быть, чья-то жизнь изменится в лучшую сторону. Я хорошо просто помню период, когда мне довелось поработать с детьми во Дворце пионеров, была студия журналистики. И мне всегда, конечно, приходилось отвечать на их вопросы. И там были дети разного возраста, и подростки, и помладше. И перед детьми ты не сможешь, да, утаить какие-то эмоции. Ты должен быть с ними искренним. И вот, наверное, вот эта практика и в школе, вот в годы училища искусств, и работа, будучи вот уже журналистом в студии, это все мне позволило вытащить из себя, наверное, вот какие-то такие мысли и тот потенциал, который дан Всевышним, я так думаю, и родителями, конечно. Наравдышта Насыр Магбаса Такуттам Шармагундай. Нхаш саузан хадахур поэтыма Талмасканагыл. Студимая фахуттам уманама яхима азынак саштард наваржа. Брнасты барун яфыцагам завгауалзаг нафышта авдам клашыма квахур куттауд. Кирова района газет Ражмая поэтикун хаяды редактор моя бахашта фалайнай фаштама рарвышта. Азайш асраваздиме дуан завгайс хасту. Матаса беркастиме зай срафтатакен уфтатакен. О, dat was een kutwitstoel. Ze daarbij païzen wie daar zoals. Zijn zo. Wie daarbij Fransoos zeggen gaat. Abon hoe ze niet wakkelijk wordt toe. Maar daar maamon is. Acharabani. Ja, gaan was dan de gas hier zacht wij.
Маманидар захта. Поэзия – это язык богов. Бақуде көттіні. Осыны қастамын тыңпа пайдасынан. Амавода ябума бірнасты барун арха есімай усалымы тонывжа карумы бамбара. Анак улымпаяйыл зура. Амайын анқалышта мамавайы. Усым хожон арықшы фышымы амзавгата, баснята, элегита, амбишанта, сонетта, рубаита, октавата, алка сейдару аштырдашны. Дуньон классик Уильям Шекспир тайын ежырды ешвалдыштады яфта баса гайта, амарайдытта тылмас кынындар. Бәтір аздыры та айыздағы міннері талмас кәнгеней. Поезді тамбомба высайстама күшіна. Ардыге. Кеймі баттан су бұймақ фью. Мен алтызы. Мостан ви прошурте отгар свежий. Мен рапалдық тумызы. Бәтір раздаглисан. Я пәстуди байран еді. Санет. Мен көбі ақастан жағын. Айлай, маладиша. Бақы дегуд. Я абундар не могу забыть. Ты так бледна и так мила в печали, что если вдруг веселье воспалит румянцем розовый гранит, я грубый цвет их вынесу едва ли. Еще молю, чтобы очи не сверкали, не то мой дерзкий взор постигнет стыд, и обессилев робость обнажит, как после бури трепет не дали. Хотя ресницы душу скрыли тенью, ты блещешь грустной нежностью своей, как серафим, несущий утешение. Но сам далекий от земных скорбей, и я склоняюсь ниц благоговения, и оттого люблю еще сильней. Адаймаг дурыл курайгура оттырын умай жынарғыдар наузан. Авацаган уманов диші барон евар жөнзинат, ерайгуран баштама, я адамма. Ez Iran afterstond. Iran neden? Wat lazım is çiğpendi derun. Iran adam is Nikol bayizinen. Iran adam işte menen Maud. Nazarda. Барон тыңхор жонгавы Лопе де Вегайы, Гёте, Дантея, Пушкина, Лермонтовы коштай ума бирандаржын гон классик тышфалдыштадима. Намайса я хурганжетыл. Яхи нарахмы хурканыз газетті, журналты, джипы вағдайын расыд дуочиныджы, бон ивайын, ама хуру ажаг швалыттан. Баронма филологу нахураднай, у аражаг инженер, штай хахон металлургийдашны. Кушта кандирыштоны ама урашейна фылыма Испанийдар. Раджин фекушин коттой ахшишгон хабар. Каталония емзавга бахаут Кавказа поэттым бұртгондма. Зырдан жағам бірна сафырт иттік хорж жоны Италиягы вжагдар. Усы вжагай иронма уаржы талмасканын амбишантты. Диостан уеки салке, ну тени муелаш. Махмадар и усы еди. Ангустам нархасту и учыргад. Олла. И учыргад. Дандактамын күнал дион. Когда бун бірнасты баронылышта юажы сауы уаттыр удвол даяр хая яшардымы хаштаксы ишу усы коштытыл. Еражмы вары ног хашта. Кома фаун, она Шекспира, 154 совета написал на в 176. Удон кома фаун. Стаймал мазардис Лопе де Вегай переводкан. Равдышт сырахты жағы ыштырбужнық бірнасты баронын асыфен балды тахай. Ежырдайы с поэзией жыңкшузы, уйма бир ашты ықшидад, ымая қармай мах тавад. О поэзии можно говорить бесконечно. Этот родник неиссякаем. Благодаря нашей программе, я надеюсь, вы стали ближе к нашему роднику. Читайте стихи, пишите их сами. До скорой встречи.